Собрать урожай клубники и помидоров в Воркуте легко. Жители Заполярья доказывают, нет ничего невозможного. Настоящие мини-плантации расположились не только под окнами северных садоводов, но и в квартирах. Теперь количеством урожая воркутинцы могут посоревноваться с жителями южных районов республики. Как вырастить витамины, даже не выходя из дома, узнала Ольга Коняева. Вот будет новые ягоды. Скоро почти. Они уже цвет поменяли. Бережно опрыскивает кустики и аккуратно кисточкой опыляет каждый цветок. Мини-огород воркутинка Оксана Кольцова засадила прямо на окне своей кухни. Когда-то в Заполярье она переехала с юга, где очень любила землянику, а в Воркуте любимые ягоды не растут. Но только не у Оксаны. Она привозила семена из Украины и даже с питомников Москвы. И лишь спустя 2 года попыток увидела первые ягодки. Радости не было предела. Это же здесь свое. И тем более она не то, что вода одна, она вкусная, она пахучая. Она тем более здесь сколько солнца получается круглосуточно все лето. Поэтому она очень ароматная получается и очень приятно. Конечно, варенье варить с нее жалко, потому что ее мало. Но у меня было так любимое блюдо – это мороженое. И с мороженым перемешиваешь и вперед. Такая красота. Самый большой урожай принесли 20 кустов. Они занимали весь балкон и летом давали ягоды каждые несколько дней. Чтобы добиться такого результата, Оксана установила специальные лампы. В полярную ночь они заменяют солнце. Теперь Оксана выращивает еще и овощи. Результатами удивляют не только воркутинцев. А вот сама урожаем довольна не на все 100. Говорит, успокоится, когда свежую землянику будет собирать под Новый год. Подумывает даже заняться гидропоникой, выращиванием растений без грунта. Опасается только химии. Такие же натурпродукты в квартире выращивает Ирина Черниченко. Ее огород поскромнее, но урожай солидный. Каждое лето проводила у бабушки. И она, конечно, занималась огородом, приучала меня к этому огороду. Полоть, собирать, ухаживать. Ну и со временем, наверное, все-таки захотелось что-то дома, так как мы большую часть времени находимся здесь, отпуска у нас не всегда летом, не всегда мы можем выехать куда-то на природу, и увидеть, как оно растет. Ну и детям показать, как сам процесс роста овощей. Стаж комнатного садоводства Ирины уже 4 года, а начинала с самого неприхотливого – острого перца. Потом перешла на сладкий, огурцы и помидоры. Подкормка, полив, орошение. За растениями ухаживает ежедневно. Когда пион цвел, конечно, мы балдели. Аромат. Только боялись каждого. Что ты копаешься, подойдешь, опять пошел, вот тянет к нему прям магнитом. Не палисадник, а настоящий оазис среди пустынных дворов. За этим мини-садом жительницы Воркуты ухаживают 6-й год подряд. Рябина, смородина, шиповник, клубника и малина. Разнообразие растений для этих мест просто неслыханное. Если вот в средней полосе или на юге то, что цветет и как-то больше к весной, то у нас летом оно успеет или вызреть, или зацвести. Поэтому такие, конечно, южные, экзотические, даже не пытаемся сажать, потому что, смысл. А вот урожай уж очень скромный. В прошлом году собрали всего 2 килограмма смородины и 25 ягод клубники. Каждый кустик садоводы холят и лелеют. Соседи и прохожие тем временем недоумевают, зачем столько хлопот. Даже с отпуска возили разные растения. Это как-то вот просто затянуло, знаете. И, как говорится, живем здесь и хочется сейчас жить в красоте, а не так, как у нас некоторые воркутинцы, все живут здесь временно, потом уедем там и будем жить там. Я считаю, что нужно жить сейчас и здесь. И поэтому хочется и для всех красоты, и не только для себя. За большим урожаем женщины не гонятся. Для этого нужны теплицы, хотя и с ними нет гарантии, что все будет расти. В разгаре лета в Заполярье вполне могут ударить морозы. Так что садоводы говорят спасибо и за то, что уже взошло. Теперь предлагают украсить цветущими кустиками улицы города. Ольга Коняева, Таисия Жакова, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.